Доброе утро, дорогая республика. Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии». Как всегда, в студии эту неделю работаю я, Дарья Анкехова, ну и вся наша большая дружная команда. Сегодня у нас, как всегда, насыщенный эфир, но самое главное, сегодня мы будем говорить о дружбе народов, о том, что объединяет людей разных культур и делает наш край особенным. Сегодня также мы поговорим о важном, поделимся хорошими новостями и будем просто радоваться, что все мы одна большая семья. Пусть утро у каждого из вас будет добрым, а день будет светлым. Ну и, как всегда, мы начнем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 24 градуса. В заречной группе 20-30 выше 0. В южных до 22, в Вилюйсках 24-31, в Нижнеленских до плюс 30. В западных 19-27, в Колыман-Дигирской группе улусов плюс 17, в Янских 5-20 выше 0. На северо-западе до 30. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура днем ожидается до плюс 31 градуса. Жаркие дни у нас, конечно, в Якутии, но вот аномальная жара бьет все рекорды в Европе. Особенно тяжелая ситуация во Франции. Местный блогер оставил сковородку на подоконнике под палящим солнцем. Бросил на нее бекон и яйцо, и они моментально начали шкварчать и жариться. На прошлой неделе средняя максимальная температура по стране достигла 38 градусов, а в некоторых регионах столбики термометров поднялись до 44 градусов. Таких показателей не было за всю историю наблюдений. Установлены сотни температурных рекордов. Власти объявили красный уровень опасности в большинстве департаментов, приостановили работу почти 10 тысяч школ, ограничили движение поездов. В Париже люди выстраиваются в очередь за кондиционерами, а те, у кого их нет, пытаются охладиться у фонтанов. А вот в соседней Швейцарии к жаре относятся философски. Там ее превратили в способ передвижения. В городах Берн и Базель работники офисов добираются домой вплавь по рекам Аре и Рейн. Вместо того, чтобы томиться в пробках или душном транспорте, они складывают вещи в водонепроницаемые мешки, заходят в воду и просто плывут по течению. Такие заплывы занимают от 10 до 25 минут в зависимости от маршрута. У этой традиции даже есть своя экипировка, специальные сумки, которые напоминают ярких рыбок и надежно защищают одежду, телефон и ноутбук от воды. Вдоль рек оборудованы пункты входа и выхода, есть раздевалки и душевые. Правда, такой способ доступен только опытным пловцам. Течение в горных реках довольно сильное. Но для тех, кто умеет плавать, это не просто транспорт, а целый ритуал и способ расслабиться после рабочего дня. Вот так. У соседей экстремальная жара и яичница на подоконнике, а в Швейцарии летний круиз до дома. Вода – это стихия, которая не прощает беспечности. А вы знали, что тонущий человек чаще всего не кричит и не размахивает руками, как в кино? Это называется инстинктивным рефлексом утопающего. Он молча борется за глоток воздуха. Как не пропустить этот тихий сигнал бедствия? Как правильно вытащить человека из воды и что делать до приезда скорой? Об этом сегодня в постоянной рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Как распознать тонущего человека? Тонущий чаще всего не кричит, у него нет воздуха для крика, его тело вертикально, голова низко к воде, рот у самой поверхности, руки хаотично двигаются в стороны, он не машет. Дети могут тонуть совершенно молча. Если вы видите человека в таком положении, срочно зовите спасателей и начинайте действовать. Порядок действий при спасении следующий. Громко зовите на помощь. Наберите 112, это служба спасения. Если есть спасательный круг, жилет, веревка, киньте пострадавшему. Подплывать к нему нужно только сзади, чтобы он в панике не утопил вас. Лучше захватить его под мышки или за волосы и плыть на спине к берегу.
Если пострадавший без сознания, но дышит, тащите его, придерживая за подбородок, чтобы вода не попала в легкие. Первая помощь после извлечения из воды. Уложить на спину, голову повернуть на бок. Очистить рот от тины, песка, рвотных масс. Проверить сознание, дыхание, пульс. Если есть дыхание и пульс, устойчивое боковое положение и ждать скорую. Если нет дыхания и пульса, немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию. Это 30 надавливаний на грудину на глубину 5-6 см двумя руками, а затем 2 вдоха рот-в-рот с зажатым носом. Продолжать до приезда скорой или появления признаков жизни. Что нельзя делать ни в коем случае? Не давать пить, кормить, греть в горячей воде. Бывают даже такие случаи. Это расширяет сосуды и ухудшает состояние. Не оставляйте без присмотра, даже если человек пришел в себя. Никогда не надо нырять в незнакомых местах. Можно удариться головой о дно, что может привести к перелому основания черепа. В Якутии вода даже в июне-июле очень холодная. Риск судорог и переохлаждения очень высокий. Нельзя заплывать за буйки и купаться в одиночку. Берегите себя и будьте здоровы. Ну а сейчас мы рады предоставить слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным социальным выплатам. Вырастут выплаты и для пенсионеров, на иждивении которых появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. Фиксированная часть пенсии увеличится, а размер доплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Сельские труженики с общим стажем в отрасли более 30 лет также получат прибавку 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не назначена, необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Доставка товаров с помощью беспилотников и их получение в районном отделении банка не миф, а задача на ближайшее будущее. Эксперимент по транспортировке товаров материальной ценности на территории Якутии прошел успешно. Об этом рассказали на собрании о дальнейшей цифровизации региона. Планируется, что уже в следующем году такой вид доставки выйдет за рамки эксперимента и станет регулярным. В скором времени ожидается и внедрение искусственного интеллекта во все государственные и муниципальные организации. Сейчас проводится обучение специалистов в школе 21. Основная позиция наша, что мы именно партнерские отношения. То есть они дают возможность нашим ребятам, допустим, заниматься разработкой, да, финансируют эти проекты. То есть они финансируют Якутский научный фонд, фонд развития инноваций и финансируют проекты. То есть они деньгами вкладывают в наши проекты, которые нужны и республике, и Сберу. То есть это такое отношение, это не то, что мы еще раз говорю, покупаем продукты Сбера. Мы в содеятельности. Они обучают наших IT-архитекторов, бесплатно обучили. 1 июля Якутия с особым уважением отмечает День ветеранов боевых действий, праздник, который получил официальный статус в 2021 году. Примечательно, что Якутия вошла в число лишь 6-7 регионов нашей страны, где эта дата закреплена на законодательном уровне. В этом году программа насыщенная. День начнется с возложения цветов к памятнику у часовни на площади Победы, а в 15:00 на площади Республики пройдут торжественное построение и праздничный концерт. Но главное не только почести. Для ветеранов организуют тематические площадки, где можно получить бесплатную юридическую помощь, консультацию по трудоустройству, здоровью и финансовой грамотности. В Саха-академическом театре имени Аюнского готовят премьеру нового спектакля. Якутяне смогут увидеть уникальную историю по мотивам повести притчи Николая Лугинова «Самородки из преисподней» Тюлю Кытыла. Постановкой занимался режиссер Андрей Борисов. В центре истории бывший пограничник, который в поисках лучшей жизни оказывается на речной переправе. Встреча с большим городом и его соблазнами становится началом череды необычных событий, где реальность переплетается со сном. Главную роль исполняет артист Петр Домотов. Ну а премьера спектакля состоится 10, 11 и 12 июля.
В Якутске на стадионе Туймада стартовали квалификационные соревнования чемпионата России по стрельбе из лука среди мужчин и женщин. В программе турнира представлены дисциплины классического и блочного лука. За медали национального первенства борются более 190 спортсменов, представляющих 25 команд из разных регионов страны. По итогам 4 дистанций определяется сумма набранных очков, на основании которой формируется турнирная сетка финального этапа. Участники, прошедшие квалификацию, продолжат борьбу, начиная с раунда 1/24 финала. Полуфинальные поединки запланированы на четверг, и решающие финалы состоятся в пятницу. В целом я довольна результатом. Как и дома было, так и сейчас. Прогресс как бы есть, что такой же результат остался, как и дома. Позитивное ожидание, настроено на хороший исход всегда. 100% готовность. Сейчас жарко, очень теплый плотный ветер и сложно выносить. Так что в целом, если учесть эти факторы, то стабильно, скажем так, стабильно пострелял. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. На календаре 1 июля и по народным приметам в ночь 30 июня на 1 июля дают понимание того, что же случится в ближайший месяц. То есть сегодня нужно нам запомнить наш сон. Сбудутся сновидения или нет, зависит только от вас. Также в эту ночь могут сниться абстрактные сны, которые трудно будет зафиксировать и запомнить. Такие сновидения скажут о том, что вы можете сделать в ближайшее время и с чем нужно определиться или на что нужно решиться. Рассказывать о том, что вам приснилось в эту ночь, никому не стоит. А вот чем еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 1 июля. Сегодня День ветеранов боевых действий, а также День добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. По народному календарю Ярилин день, макушка лета. Интересно, что до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу. Существует, к примеру, версия о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое приходит в яр, то есть начинает плодоносить. Этот день в истории. 1661. Подписан Кардийский мир России со Швецией. 1751. Вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. 1862. В этот день основана Российская государственная библиотека. 1904. Открылись третьи Олимпийские игры в Сент-Луисе. В этот день родились Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик. Жорж Санд, французская писательница. Вера Мухина, советский скульптор, художник, народный художник СССР. Павел Антокольский, русский поэт, переводчик, драматург. Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи. Иосиф Шкловский, советский астроном, астрофизик, член-корреспондент Академии наук, писатель. Клара Лучко, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Принцесса Диана, принцесса Уэльская. Именин сегодня отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор и Сергей. Якутская культура сегодня объединяет людей далеко за пределами республики. Национальные праздники, традиции и символы находят отклик в разных странах. А наш праздник Эсэх становится местом встречи тех, кто хочет сохранить связь с родной землей. О том, как якутские традиции живут в Европе, почему Сергея появляются в Германии и Исландии и как иностранцы знакомятся с культурой народа Саха, поговорим сегодня с нашей гостьей. В студии Мария Шишигина-Палсон, организатор Эсэха в Германии и популяризатор культуры Якутии в Европе. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Вас знают многие у нас в республике, но для тех, кто, возможно, видит вас впервые, давайте расскажем, с чего вдруг вы начали заниматься продвижением культуры Якутии в Германии? Начнем с того, что я представитель очень активной жизненной позиции семьи Шишигиных, династии педагогов, общественников, заслуженных деятелей культуры и образования. Так что у меня в целом нету и выбора, и шанса. Да? Все-таки гены дают о себе знать. Яблоко от яблони далеко не падает, поэтому как только я туда приехала, в Исландии я всегда представляла нашу культуру.
И как только переехала в Германию, там, конечно, было еще больше интереса, потому что в Европе очень многие знают о Якутии. Мгм. А как возникла идея провести ИСЭХ в Германии? Ну, дело в том, что у меня 3 детей. Мгм. Сохранять язык очень сложно, поэтому мы сохраняем наши корни через игру на хомусе. Ну и, конечно, наш праздник летнего солнцестояния, он, я думаю, очень важный. И в целом эти даты очень магические. Наши предки просто так эстех не праздновали, поэтому это самые волшебные даты, когда мы благодарим за все, и это действительно у нас происходит по-настоящему. Мгм. Вот мы сейчас видим некоторые фотографии, да, вообще, а кто приходит на праздник, да, это в основном наши земляки или местные жители тоже интересуются? Ну, меня всегда поддерживают наши земляки, приезжают из разных стран Европы, и Америки. Вот в этом году к нам приехала Лена Лукина, наша талантливая скрипачка из Анкориджа, с Аляски. С Испании приехали на машине семья, с Аргаланы Гороховой, с Эстонии приезжает меня всегда поддержать Валентина Мордовская. Но Эстех — это праздник открытия, это праздник изобилия, поэтому мы хотим показать гостеприимство. Мы делаем оладушки, всех угощаем, и, конечно же, там очень много местных. Местных все-таки много. Но, а если говорить про все-таки не якутян, да, а вот людей, кто проживает, да, на территории Европы, да, вот для них первым делом что удивляет, вот когда они приходят на ИСЭХ? Конечно, это наши национальные костюмы. И они просто удивляются. И самое приятное, конечно, это то, что на следующий раз, когда они приходят, они что-то приносят. Вот смотри, у меня тоже от бабушки есть сережки, вот у меня это. Я считаю, что это самое лучшее влияние, которое может быть. И для этого стоит проводить все дальше, для того, чтобы люди снова возвращались к своим традициям, своим корням. Мгм. А вот мы знаем, что помимо организации праздников вы еще устанавливаете серьги. Вот почему это важно и как, опять же, местные жители реагируют на вот такую традицию? Ну, когда я переехала в Исландию, там вообще наша известная тоже землячка Кёриги Александра Аргунова, она построила там балаган. И когда мой дядя Коля туда приехал, он сказал, тебе тоже надо что-то здесь установить. И когда я ходила по музеям, я видела очень большую схожесть, честно говоря, в истории викингов с нашими верованиями, потому что когда они шли на кого-то на войну, они ставили шест и обязательно голову лошади на сторону противника, и тогда они считали, что они выиграют. И поэтому культ лошади, вот это все было очень близко. И потом я встретила человека, который организует фестиваль викингов. Он здесь, кстати, был тоже у вас на НВК. И предложила ему установку Сергея. Он очень был рад и сказал, что мы немножко это утеряли, вот эти 3 мира, нижний, срединный и верхний. И вы знаете, самое удивительное, это то, что там же нету деревьев. И он сказал, мы выловим. И я думала, что он шутит. Но когда мы с Александром Кирилловичем пришли, он говорит, ну вот 2 бревна на выбор. И они такие страшные, серые, в тине. Ну а потом оказалось, что это была лиственница Сибири. И я думаю, что это уже был знак. И когда я приехала в Германию, у меня тоже вопросов не было. Я обратилась к своему знакомому, который 2,5 месяца гостил у нас вот в Якутии. Он проникся нашей культурой и, конечно же, поддержал эту идею. И в Германии в 2 местах есть наши серьги. Вот так, да? Ну, здорово. А вообще, какие традиции эсэха удается сохранить даже вдали от Якутии? Вот помимо установки сергей, оладушек, еще, допустим... Ну, вот самый сильный ритуал и церемония, я думаю, что это встреча солнца. Конечно, после нашего эсэха замечательного, который еще был в этом году, это не сравнится, но тем не менее вся сакральность вот этого встречи первых лучей, благодарности, которые люди все высказывают там, да, и та тишина, которую мы ловим со звуками природы, те ответы, которые придут, и осознанность, да, и уважение к природе, это у нас самый важный ритуал, и некоторые приезжают только на него. Только на него, да. Очень интересно, да. А вообще есть ли какие-то сложности организации вот такого важного события за границей? Ведь, ну, помимо того, что люди, ведь все-таки это есть такой момент, как привезти туда костюмы, там, я не знаю, как найти вам, может быть, какие-то продукты для приготовления национальной кухни?
Ну, в целом, сложно, наверное, найти такого же человека, как я, потому что у меня ну, по зову наших генов все-таки очень много уже навыков, и здесь я тоже очень много организовывала, да, и тоже хочется, чтобы кто-то такой же с инициативой, да, и, ну, к счастью, в этом году мне было легче, потому что мои дети выросли, и они уже осознанно помогают, уже участвуют на масс-рестлинге, везде, где бы ни было, они уже знают, держат дымокур, окуривают. И вот это, в этом плане я считаю, что это было самое важное событие этого года, когда они делали это с желанием, у них горел глаз, и на следующий год они уже предложили, что обязательно что-то будут проводить сами. И в этом году тоже наш земляк с Австрии приехал, и он Татур Аргир сказал, на будущий год проведет соревнования. И для меня вот эта инициатива прямо вот очень вдохновляет и была важна. То есть по чуть-чуть в программу что-то новое входит, да, благодаря тому, что отклик находишь в сердцах земляков, да, которые живут в Европе. Да, это самое вот важное.Отлично. Но давай поговорим все-таки немножечко уже на другую тему, да. Игра на хомусе. Для вас это, конечно, не просто, да, какая-то часть праздника, да. Для тебя хомус — это, конечно, часть твоей жизни. Вот как, собственно, реагируют на игру на хомусе местные жители, да, ну и в целом немножечко расскажи про то, как ты популяризируешь этот музыкальный инструмент там, в Европе. Ну, хомус — это действительно, я с ним родилась, кто-то с пустышкой, я, наверное, с хомусом, со звуками хомуса, потому что в нашей семье играют все, и сложность была, наверное, перейти, быть дочерью виртуоза, это, и все от тебя ожидают, наверное, чего-то. Но я очень рада, что я была в Исландии, именно там, под северное сияние, среди вот этой лавы. Каждый звук был настолько мощный, и тоска по родине, да, все вот эта сила мысли, фокусирование, то, что вложили предки в этот инструмент, он как раз-таки там сработал. И когда я была в Исландии, я для них, так как там не распространен этот инструмент, но у викингов тоже был мункия называется, да, и но этот звук, конечно, намного, да, шире, сильнее. А в Германии, вообще в Европе, якутский хомус знают все, все его ценят, все знают моего отца, все знают наших кузнецов. И мне в этом плане, я даже, наверное, где-то у них училась. Мы знаем, что вы выступали в Эстонии, да, также с игрой на хомусе. Вот что за мероприятие было и насколько вот осталось оно в вашей памяти? Ну, с Эстонией у меня вообще, я вот очень скучаю по Якутии, а в Эстонии я приезжаю тоже, у меня есть такое ощущение, что я где-то среди своих, потому что эстонцы очень уважительно относятся к природе, и мне было очень приятно, когда они выбирают инструмент, они его даже не пробуют звук, они просто прикасаются и говорят, вот это мое. А в следующий раз они уже приходят и говорят о тех изменениях, которые случились с их звуками. Тем более в Эстонии у них есть пармобиль, да, и поэтому Похоже, да, он похожий инструмент, да, но якутские они тоже выделяют. И самое приятное это то, что тот человек, которого я научила играть на хомусе, он сейчас уже кузнец. В последний раз, когда я тоже была проездом, один мариец, тоже его ребенок хотел купить инструмент, но папа сказал, что это дорого. Так я говорю, папа, тогда сделай мне. И он начал делать инструменты. Представляете, уже 2 человека начинают изготавливать хомус. А вот планируете ли вы проводить еще какие-то мероприятия по популяризации культуры Якутии в Европе в ближайшее время? Каждый раз после мероприятия я думаю, ну все, я больше ничего не буду делать. Проходит буквально 1-2 дня, и приходят отзывы. А немцы, они вообще такие, они планируют все загодя. Поэтому каждый раз, как только заканчивается, они уже смотрят следующий год. И следующие даты уже установлены с 18 по 20 июня. Так что мне не отвертеться. То есть следующее все равно уже будет. И самое главное, что они сказали, на будущий год они будут уже помогать еще больше,
Немцы в этом очень щепетильные, они любят раннюю подготовку, и все, что... Если они уже этим прониклись, то мне будет уже намного легче. Мария, спасибо большое за то, что вы делаете. Мы благодарим вас. И, конечно, все жители республики благодарят вас за то, что вы любите, цените нашу культуру, традиции и популяризируете ее, конечно же, там, в Европе. Не прощаемся, увидимся. Всегда рада видеть вас в гостях. И до новых встреч. А я благодарю вас и вообще всех жителей республики. Для меня это прямо рай райский. И куда бы я ни пошла, я считаю, вы всегда такие добрые, вы всегда, мне кажется, что кругом ангелы. Да. Все улыбаются, и я думаю, что, может, вы уже это не замечаете, но вы действительно очень красивые, душевные, добрые. Спасибо. Ну, спасибо еще раз. Вам хорошего вам дня. Ну и, конечно, всегда возвращайтесь к нам. Мы рады видеть вас. А мы продолжаем наш эфир. Утро – это время, когда мы собираем себя на день. Сначала тело нужно мягко разбудить, а потом дать пищу уму. Утренняя зарядка запускает кровообращение, разминает суставы и настраивает на активность. А вот хорошая книга – это зарядка для мозга. Она пробуждает воображение, тренирует внимание и помогает увидеть привычные вещи по-новому. Не знаете, какую литературу выбрать? Книжная полка вам в помощь. Фантасмагорическая, остроумная книга-головоломка. Это роман «Табия-32» Алексей Конаков. Сегодня эта книга вызвала взрыв в интеллектуальной среде, потому что автор показал, что в стране могут запретить литературу в далеком будущем, но не запретят тягу к культуре. Здесь заменены все культурные литературные мемы на шахматы. В России 2081 года главным искусством и главной игрой будут шахматы. Вот что говорит автор, и он показывает, как будет развиваться наша страна. Здесь очень много прогнозов, и эта книга очень острая, книга полна динамики, необычных каких-то наших отечественных историй. И я думаю, что все, кто когда-либо хотел почитать книгу, которая бросит им вызов, то это «Табия-32» Алексея Конакова. Обязательно бегите ее и читайте. У нас в библиотеке вы можете взять на нее доступ на Литрес. Так что «Табия-32», если не только любите шахматы, но в целом хотите прочитать что-то интересное и захватывающее. Согласитесь, утром так трудно оторвать голову от подушки. Мышцы просто ноют от желания еще поваляться. Но мы знаем секретное оружие против утренней сонливости. В нашей постоянной рубрике «Зарядка» сегодня особенный выпуск. К нам в студию пришли не просто инструкторы, а настоящие маленькие звездочки. Специальный летний комплекс, настолько простой и веселый, что пойдет и бабушкам, и внукам. Танцевальные движения, никаких сложных акробатических этюдов, только бодрость, улыбка и летнее настроение. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами сделаем летнюю зарядку. Она подходит для любого возраста. Мы ее можем делать так же, как и я, вместе с детьми. Мы начинаем. Руки делаем наверх, опускаем вниз. И еще раз. И вдох, и выдох. Закончили. Руки на пояс. Наклоны головы вправо и влево. И выдох. Раз. Прямо. Вдох. 2. 3. 4. Молодцы. Опускаем теперь подбородок вниз. Раз. Наверх. 2. Растягиваем шею. 3. 4. Есть. По кругу рисуем носом. Приготовились. И наверх. Раз. Вниз. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. В другую сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Замечательно. Руки в сторону. Наклон корпуса. И раз. Поворачиваем корпусом. 2. Молодцы. Вниз. 3. И поднимаемся. 4. В другую сторону. И раз. Повернулись. 2. Вниз опускаемся. 3. 4. И еще разок. Раз. 2. Опускаемся вниз. И 4.
Есть. Раз, два, три и 4. Закончили. Руки на пояс, ножки в сторону. Поднимаемся на полупальцы. И раз, и два, и 3, и 4. Стоим наверху. Раз, два, 3, 4. Теперь чуть побыстрее. Готовы? И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Теперь ножки вместе. Следим за тем, чтобы наши пятки были вместе и колени. Приготовились. И раз, два, 3 и 4. Теперь стоим наверху. Раз, два, 3, 4. Теперь чуть побыстрее. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоим наверху. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Ноги на ширине плеч. Вдох. И выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Мы закончили зарядку. Желаю вам хорошего дня и замечательного настроения. Часто мы слышим фразу «в нашем городе сложно найти интересный досуг». Но так ли это? Сегодня мы узнаем, как эту проблему можно решить, и в этом нам поможет наш корреспондент Вероника Вайс. Говорят, что в Якутске сложно найти хобби и друзей, но сегодня я развею эти впечатления и покажу вам и расскажу о тех людях, которые занимаются цветами и ждут вас в свой клуб, бегом и стендапом, который научит вас шутить и покажет вам мир выступлений и безудержного смеха. Любовь к комнатным растениям способна объединять десятки людей в одном месте. Здесь обсуждают уход за редкими растениями, проводят свопы, что означает обмен комнатными растениями, и мастер-классы. Для одних это хобби, для других возможность отвлечься от городской суеты и соединиться с природой. Я об этом клубе узнала в осени прошлого года, что у нас, оказывается, будет проводиться своп. Мне очень заинтересовало это мероприятие, так как я об этом вообще впервые в Якутске узнала, что такое мероприятие бывает. Меня это очень заинтересовало, и я решила пойти. Есть те, кто начинает свой день с километров, вдохновляясь создательницей клуба «Бега Мир» Ириной Осиповой-Кондаковой. Здесь они не только тренируются, но и поддерживают друг друга и стремятся к новым масштабам. Бег – это самый доступный вид спорта. И хочу сказать, если вы начнете тренироваться с тренером, то вы останетесь в беге надолго. И главное, самое главное, ваша тренировка будет подобрана методически и правильно, и вы избежите от всяких травм и так далее. И самое главное, со своей командой, со своими единомышленниками у вас появится путешествие со смыслом. На сцене стендап-клуба каждый может рассказать свою историю. Здесь рождаются новые шутки, проверяются реакции зрителей и появляются комики, которые еще недавно сами сидели в зале. Узнаем историю одного такого зрителя. Такие ребята выступали в одном из дней нашего города. Я туда ходил как зритель с коллегами. Да, и на тот момент вел Дэн Антипин, почему-то у них было мало комиков, мало ребят. И Дэн объявил перерыв, мы там вышли на улицу, что-то немножко пообщались, и я своим ребятам сказал, что, блин, мужики, так клево, я бы вышел. Да, это услышал Дэн такой, ну выходи. Я же не тот человек, который будет заднюю давать, правильно? Поэтому пришлось выйти, там за несколько минут накидать просто какие-то истории, что-то типа, какие-то шутки непонятные. В общем, у меня первое выступление длилось минуты 3, наверное. Но после этого я понял, что, блин, прикольно, хочу пробовать еще раз. Пришел еще раз с теми же самыми шутками. Очень плохо выступил, отвратительно. Когда проснулась какая-то злость, типа так, нет, стоп. Сейчас мы это все изучим, сейчас у нас это все получится. Ну и, собственно, с тех пор уже, ну, чтобы не соврать, я, по-моему, стендапом занимаюсь с 2017 года уже лет 9. Какими разными не были эти сообщества, их объединяет одно – желание людей быть вместе. Ведь клубы сегодня – это уже не просто место встречи по интересам, это пространство, где появляются друзья, рождаются идеи, создаются новые городские традиции. Вероника Вайс, Артумен Наговицын, Иван Саракаумов, Якутск.
Якутия. Последние новости к этому часу. С 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным социальным выплатам. Вырастут выплаты и для пенсионеров, на иждивении которых появились дети до 18 лет или студенты-учники до 23 лет. Фиксированная часть пенсии увеличится, а размер доплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Сельские труженики с общим стажем в отрасли более 30 лет также получат прибавку 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не назначена, необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Доставка товаров с помощью беспилотников и их получение в районном отделении банка не миф, а задача на ближайшее будущее. Эксперимент по транспортировке товаров материальной ценности на территории Якутии прошел успешно. Об этом рассказали на собрании о дальнейшей цифровизации региона. Планируется, что уже в следующем году такой вид доставки выйдет за рамки эксперимента и станет регулярным. В скором времени ожидается и внедрение искусственного интеллекта во все государственные и муниципальные организации. Сейчас проводится обучение специалистов в школе 21. Основная позиция наша, что мы именно партнерские отношения. То есть они дают возможность нашим ребятам, допустим, заниматься разработкой, да, финансируют эти проекты. То есть они финансируют Якутский научный фонд, фонд развития инноваций и финансируют проекты. То есть они деньгами вкладывают в наши проекты, которые нужны и республике, и Сберу. То есть это такое отношение, это не то, что мы там, еще раз говорю, покупаем продукты Сбера. Мы в содеятельности. Они обучают наших IT-архитекторов, бесплатно обучили. 1 июля Якутия с особым уважением отмечает День ветеранов боевых действий, праздник, который получил официальный статус в 2021 году. Примечательно, что Якутия вошла в число лишь 6-7 регионов нашей страны, где эта дата закреплена на законодательном уровне. В этом году программа насыщенная. День начнется с возложения цветов к памятнику у часовни на площади Победы, а в 15:00 на площади Республики пройдут торжественное построение и праздничный концерт. Но главное не только почести. Для ветеранов организуют тематические площадки, где можно получить бесплатную юридическую помощь, консультацию по трудоустройству, здоровью и финансовой грамотности. В Саха-академическом театре имени Аюнского готовят премьеру нового спектакля. Якутяне смогут увидеть уникальную историю по мотивам повести притчи Николая Лугинова «Самородки из преисподней» Тюлю-Нор-Кытыла. Постановкой занимался режиссер Андрей Борисов. В центре истории бывший пограничник, который в поисках лучшей жизни оказывается на речной переправе. Встреча с большим городом и его соблазнами становится началом череды необычных событий, где реальность переплетается со сном. Главную роль исполняет артист Петр Домотов. Ну а премьера спектакля состоится 10, 11 и 12 июля. В Якутске на стадионе Туймада стартовали квалификационные соревнования чемпионата России по стрельбе из лука среди мужчин и женщин. В программе турнира представлены дисциплины классического и блочного лука. За медали национального первенства борются более 190 спортсменов, представляющих 25 команд из разных регионов страны. По итогам 4 дистанций определяется сумма набранных очков, на основании которой формируется турнирная сетка финального этапа. Участники, прошедшие квалификацию, продолжат борьбу, начиная с раунда 1/24 финала. Полуфинальные поединки запланированы на четверг, а решающие финалы состоятся в пятницу. В целом я довольна результатом. Как и дома было, так и сейчас. Прогресс есть, что такой же результат остался, как и дома. Позитивное ожидание, настроено на хороший исход всегда. 100% готовность. Сейчас жарко, очень теплый плотный ветер и сложно выносить. Так что в целом, если учесть эти факторы, то стабильно, скажем так, стабильно пострелял. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. А теперь перенесемся во Владивосток, где на центральной площади города прошел фестиваль китайской культуры «День Китая-2026». Чайная церемония, уроки каллиграфии, демонстрации национальных нарядов. Гости имели возможность познакомиться с историей, традициями и культурой соседней страны. Подробнее в материале наших коллег. С особым трепетом Даньян вырезает фигурку из красной бумаги. Бабочка – это память о любимой бабушке. Именно она научила Даньян вырезать из бумаги такой декор. И спустя многие годы девушка решила освежить в памяти этот навык на фестивале «День Китая» во Владивостоке. Она смогла на день переместиться в родную страну, не выезжая из Приморья.
Я думаю, здесь хорошее, очень интересное. Много вещей из Китая, машина, и человек в университет, и там китайский кунг-фу. Приморский, как 30% Китая сейчас. Мне трудно купить вещи из Китая, еда, фрукты очень хорошие. День Китая впервые прошел в дальневосточной столице. Окунуться в китайскую культуру жителям и гостям Владивостока помогли выступления местных творческих коллективов и друзей из Поднебесной, государственного ансамбля песни и танцев провинции Яньбянь, мастеров ушу из Хэлунцзянского университета, а также презентация туризма провинции Якао. Это яркий символ российско-китайской дружбы, которая с каждым годом становится только теплее. Приморский край и Китайская Народная Республика не только соседи и давние торговые партнеры. Нас связывает общая история, взаимное уважение, искренняя симпатия друг к другу. Как приморцы, так и гости региона попробовали себя в различных мастер-классах. Ушу и тайцзи, искусство вырезания из бумаги, каллиграфия, традиционная живопись гоухуа, окрашивание тканей в технике тай-дай, чайная церемония, старинная игра тоуху. Также смогли примерить традиционные костюмы и попробовать китайский чай. Каждый из гостей фестиваля отмечает, что не выезжая из Приморья, смог на день оказаться в Китае. Весело, интересно. Мы уже поиграли даже в настольный теннис. Выиграли 2 кепочки. Во многих городах была, даже когда туда еще особо не возили. Мы проехали почти весь Китай, начиная с Харбина, Шиньян, Далянь, Пекин. Мы к ним ездим в гости, вот теперь они к нам приехали. Мы очень рады, что... А может быть, вы знаете какие-то интересные китайские традиции? Ну, чаепитие знаем. У них очень это самая хорошая такая традиция. Мы были в Китае на чаепитии в Хунчуне, нам тоже там очень понравилось. Помимо мастер-классов и творческой программы на фестивале развернулись несколько выставочных зон. Образцы современного китайского автопрома, работы фотографов, путешествовавших по Китаю, произведения китайских писателей на русском языке. Организаторы уверены, что такой дружественный фестиваль в будущем сможет стать доброй традицией. Арина Дутова, Андрей Овчинников, Панорама. А мы вновь вернемся к нашей республике. Кто-то уезжает отсюда и скучает по родному краю, а кто-то, наоборот, приезжает сюда впервые и замирает от красоты, от силы этой земли, от того, как бережно здесь хранят традиции. И получается удивительный круг. Любовь к Якутии не исчезает ни в разлуке, ни в первом восхищенном взгляде. Недавно к нам в республику приехал корейский бьюти-блогер с миллионной аудиторией Мин Кен Ха. И нашей съемочной группе удалось пообщаться с ней накануне. Мин Кен Ха, спасибо вам огромное, что уделили время посреди такого плотного графика. Мы знаем, что вы долго готовились к этой поездке. Совпали ли ваши ожидания с реальностью? Нет. Не совпадало. Я думала, Якутия это просто как большая страна, но когда я прилетела, увидела своими глазами, это больше удивительно. Просто мы проехали на природу по дороге, это открытый зоопарк, там лошади гуляют, и коровы тоже. Я в жизни никогда не видела натуральные озера. А тут очень красиво, и все натуральные озера. И я даже чувствовала корейцам, что жалко, что они не увидят эту красоту природы. Вы ездили в Булус. Это ледник, который не тает даже в плюс 25. Какие у вас были ощущения, когда вы ходили по снегу в жару? Сначала меня встретили насекомые. Да. Я не знала, что такие насекомые существуют в этом мире. Они очень много кусали, я не знала, что делать. Ну, интересно было, когда у меня подружка Светлана, она якутянка, она саха, я с ней рядом, и ее не кусаю, только меня очень много кусали, и я с ней, и меня тоже не начали кусать, и я вначале не верила. Я далеко сначала видела такой белый лед и думала, что это краски, белый порошок. И я спустилась, я даже потрогала, и это правда настоящий лед.
И это не могла поверить. Я была футболка, очень жарко было, но лед не тает. Как это возможно? Мы знаем, что вы посетили царство вечной мерзлоты. Что вас поразило там больше? Там было холодно, как в Корее зимой? Ой, как сказать? Я сначала спустилась, там было... Вначале я думала, я нормально чувствую, и через 20 минут уже начала чувствовать очень-очень холодно. И все говорили, что это только минус 5 градусов. А говорят, что в Якутии зимой спуститься до 50 градусов. Я думала, о, зимой, как я буду выживать здесь? И там мы попробовали чир, мороженое чир и индигирка. Индигирка и с якутским бальзамом. О, это так хорошо. Вам понравилось? Очень понравилось. Что из якутской кухни вам понравилось больше? Мне больше всего понравился чир. Чир? Да, я попробовала копченый чир и сырой чир, соленый чир, мороженый чир. Все чир. Это чир страна. Но мне очень понравилось все. Корейские морепродукты слишком обычно для меня. Но у вас чир такой большой, толстый и много кушать. И это больше всего понравилось. Я почти каждый день съела чир. Даже когда мы фоткали, вы говорили чир вместо сыр. Вы еще посетили Исэх, самый масштабный главный праздник якутян, солнцестояние, да. Что вас там поразило? Костюмы, асохай или энергетика праздника? Асоха. Асохай? Да. Большой хоровод. Да, я не знала, что в Якутии так много народу. И здесь очень большая территория, но мне сказали, в Якутии живет 400 тысяч человек в городе. У нас в деревнях живут 1,2 миллиона человек. Ну, у вас такая большая территория, где люди? Оказывается, в Ишаке все люди собирались. И мы посмотрели сначала наряды, обряды. Это было очень красиво. И все одновременно вдруг пошли на полю. На поле? На поле и начали держать руку. И все так танцевали. Столько народу одновременно, один танец, это было просто до слез и мурашки. Очень-очень приятная энергия и незабываемые испытания. А по приезду в Корею, что бы вы первым делом рассказали своим подписчикам о Якутии? Сначала нужно очень много средств от комаров. Очень много. И чтобы готовы удивляться. Потому что в Корее такую природу вы не можете увидеть. Там, где можно в Корее увидеть лошади, которые просто гуляют, коровы, бэби-лошади, бэби-коровы. Это очень мило, поэтому я надеюсь, что корейцы точно обязательно прилетели, увидели такую красоту. Что бы вы посоветовали якутским девушкам ухаживать за кожей в таком сухом и жарком климате? Я первый день удивилась, потому что у вас очень сухая погода. Говорят, что якутские женщины уже не чувствуют, но для нас была очень сухая погода. И поэтому я здесь очень много пью и очень много увлажняю. То у вас белые ночи. Я не могла уснуть 2 дня, потому что свет не заканчивается, солнце не до свидания, он 24 часа там существует. И я, когда даже вышла на улицу 10 часов вечера, намазывала солнцезащитный крем. Это обязательно. Многие думают, что каждый день намазывать и много намазывать SPF крем это плохо, но на самом деле у вас намного ярче солнце, поэтому я бы очень хотела посоветовать. Как вам удается совмещать работу, материнство и блогерство? Тяжело. Но сейчас
как якутские мужчины, корейские мужчины тоже очень добрые и много поддерживают. Поэтому мой муж очень много и хорошо поддерживают. И мои родители тоже много помогают. И мне самому очень нравится рассказывать людям, как я вижу глазами кореянки, как я чувствую в России, в разных городах. Поэтому я это наслаждаюсь. Как начинается ваше утро после пробуждения? Как только я просыпаюсь, я открываю шторы. И тоже встречаю, как якутянки, солнце. Да, и у нас в Корее то же самое. Когда солнце светит, то мы получаем хорошую энергию. Да, и потом я умываюсь и сразу пью воды. И немножко зарядка, 5 или 10 минут, и с хорошим настроением начинаю мое хорошее утро. Вы много где путешествовали, и вы владеете несколькими языками. Что бы вы посоветовали людям, которые только начинают изучать иностранные языки? Да, я изучала много языков, но русский язык это самый трудный, но нельзя бояться. Я тоже, когда говорю по-русски, у меня очень много ошибок по грамматике, но все-таки я так думаю, если вы понимаете меня, то это уже хорошо. Да. Поэтому, если вы хотите научить язык, корейский язык или английский язык, не бойтесь общаться с людьми. Появилась ли у вас здесь какая-то мечта, связанная с Якутией? Мечта с Якутией? Пока я думаю так, но я хочу прилетать зимой. Оймякон, говорят, очень холодно. Да, там... и я хочу это чувствовать, да. Если бы вам сказали взять что угодно из Якутска, что бы это было? Я хочу взять сначала это воздух. У нас в Корее на самом деле не чистый воздух. Даже небо мы часто не видим облаки. Но у вас все это видно, поэтому я бы хотела взять это облаки. И я это хотела купить, но мне подарили хвост лошади. Да. И Харасхал. И потом третье это чир. Спасибо вам большое за этот разговор. Было очень круто услышать ваши живые ответы. Мы желаем, чтобы вы вернулись в Корею с теплыми моментами и воспоминаниями. И надеемся, что вы еще не раз приедете к нам в гости. Спасибо. Спасибо. Наш эфир подходит к концу. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24.